Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Проверка степени готовности. Первый зампред Дмитрий Садовников посетил строящиеся объекты в Заречье Якутии. Научные и культурные связи крепнут. Нюрбинский УЛУС подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом гуманитарных исследований. Юные медики Вилюйского района будут проходить практику в Центральной районной больнице. Руководство учреждения подписало соглашение со школой. С 13 декабря на ледовой переправе Хатас-Павловск через реку Лену грузоподъемность увеличена до 15 тонн. Движение транспорта весом до 15 тонн разрешено в направлении 12-го километра автодороги Умнас-Хатасы, 1154 километр автодороги Лена. Для соблюдения норм безопасности на ледовой переправе круглосуточно работают пункты весового контроля и видеофиксация. Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников посетил строящиеся объекты в Хангаласском УЛУСе. В первую очередь рабочая группа побывала в селе Актемцы, где возводятся 2 многоквартирных дома в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В городе Покровске посетили микрорайон Селекционное, где завершается строительство еще одного дома по программе переселения. Его степень готовности 98%, но из-за проблем с документацией со стороны подрядчика вручение ключей новоселам откладывается. Также в Покровске осмотрели строящиеся здания общественного делового центра, в котором разместится автостанция с залом ожидания для пассажиров и кассой для продажи билетов. Объект строится на частные средства, но из-за повышения ключевой ставки Центробанка в этом году не получилось взять кредит на продолжение строительства. Далее первый зампред посетил Мегино-Кангаласский УЛУС. В селе Майя осмотрели 70-квартирный дом по улице Байкалова. 7-этажный дом возводится в рамках программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. Вот объекта планируется в конце декабря этого года. В поселке Нижний Бестяг продолжает строиться центр культурного развития. В здании площадью более 3000 квадратов будут зрительный зал на 300 мест, хореографические классы и музей. А в селе Чуя строится 3-этажный жилой дом на 13 квартир. Из-за природных явлений данного дома затянулся. Подрядчик попал в трудную ситуацию, но тем не менее продолжает строительные работы. Дом небольшой, но из-за грунтов, из-за, скажем, природных явлений данный дом, вот данного дома затянулся. И, конечно, сегодня подрядчик уже, как говорится, ущерб себе работает и нацелен на сдачу объекта. Буквально на днях только дали ему разрешение дальше, как говорится, заниматься домом. Мы вынуждены требовать, чтобы подрядчик выполнил обязательства свои перед государством. И данный дом максимально, как говорится, по возможности, максимально короткие сроки был сдан. Подключить к крупным объектам генерации отдаленные районы республики невозможно, так как населенные пункты находятся на большом расстоянии. Поэтому было принято решение о строительстве новых объектов локальной энергетики на основе возобновляемых источников энергии. В республике построены автоматизированные гибридные энергокомплексы. Энергии солнечных панелей хватает на снижение нагрузки на дизель и обеспечение потребителей надежным электроснабжением. В прошлом году сэкономлено 1802 тонны. В этом году планируется еще 1850. Помимо этого запланировано модернизация 73 дизельных электростанций, 12 из которых уже запущены. Эти комплексы у нас все равно будут модернизироваться, так как у нас развитие идет постоянно. Система накопления электроэнергии у нас очень много разновидностей. Там применяются литий-ионные аккумуляторы. В последнее время начали применять литий-железофосфатные аккумуляторы, которые более, более экономичные, по стоимости они дешевле, чем литий-ионные. И в последующие годы, скорее всего, развитие в этом направлении будет. Нюрбинский УЛУС подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОРАН. Это соглашение стало важным шагом, в том числе в укреплении научных и культурных связей. Благодаря ему будет проведена совместная работа в области исследования, обмена опытом и ресурсами. Отмечу, что в этом году отмечается 200-летие со дня образования Нюрбинского района. И в рамках юбилейных мероприятий запланировано проведение Дней Нюрбинского района в Якутске. В течение 5 дней пройдут различные конференции, встречи, спектакли, концерты и выставки. Я считаю, это очень важным соглашением в сфере именно углубленного изучения истории, культуры, прошлого наших предков. Да?
И тем более соглашение подписывается именно институтом, который вот так, ну, специализируется вот, да, на этом. Поэтому, конечно же, мы очень рады этому, тем более у них фонд очень богатый. Новые здания пожарных депо открыли в 3 районах Якутии. Одно из них в селе Дзюбся Усть-Алданского района. Развитие пожарной инфраструктуры позволит повысить уровень защищенности населения. Объект полностью благоустроен, имеет гараж на 2 автовхода и караульное помещение. Здание стоит в самом центре поселка, что гарантирует оперативную работу личного состава при чрезвычайных ситуациях. Это показывает положительный опыт в Республике Саха-Якутия по обновлению зданий пожарных депо. И мы надеемся, что в таких хороших условиях личный состав будет выполнять свои поставленные задачи еще качественнее и оперативнее. Ну а в селе Тамтор-Татинского района для пожарного подразделения ввели в эксплуатацию новый гаражный бокс. Теперь, когда у пожарных есть большое и новое здание, служба будет комфортной, а самое главное – быстрой и эффективной. Планомерная работа проводится по строительству и ведению новых зданий малочисленных пожарных частей. Также закупается техника пожарная, практически ежегодно. Данное строительство у нас проводилось в рамках трехстороннего соглашения. Большая поддержка оказана местной администрацией, также и нашим министерством по делам гражданской обороны и нашим учреждением. Нашими работниками в каждом практически населенном пункте нашей республики проводятся профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций. Это основная наша задача. В Якутске подвели итоги года семьи. В культурном центре имени Юрия Гагарина наградили династии, внесших вклад в популяризацию семейных ценностей, а также достойно представивших Якутию на всероссийском конкурсе «Семья года». Победителями в номинации «Семья-хранитель традиций» стали Николай и Елена Рязанские из Амгинского района. Сельской семьей года стали чета Сидоровых. Выбор на кочевую семью 2024 года пал на многодетную семью Соловьевых. Титул молодой семьи забрали супруги Владимировы. Номинация «Многодетная семья» взяли Валерий и Розалия Новгородовы. Семья Павловых была признана приемной семьей года. Золотой семьей стали Иннокентий и Розалия Алексеевы из Сунтарского района. На этом прекрасном мероприятии, где мы подводили итоги проведенного уже года семьи, фактически мы его сегодня подвели итоги, и было такое вот символическое закрытие. И на этом мероприятии, таким, наверное, самой главной фишкой мероприятия, это было представление наших семей. Семьи победители в номинациях Большого республиканского семейного конкурса «Семья года». С сентября в Вилюйской школе номер 2 имени Геннадия Донского работает проект профильной медицинской группы «Юные медики». Проект обеспечивает реализацию образовательных программ естественно-научного медицинского профиля и способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения. В проекте задействовано 15 учеников. Для более углубленного изучения дисциплины и практических занятий руководство школы подписало соглашение с Центральной районной больницей. Педагогический состав медгруппы Иванова. В медицинском классе 15 детей. Они будут к нам ходить на экскурсии. Мы будем их обучать оказанию первой доврачебной помощи, будут учиться навыкам дисмургии и будут, конечно, заниматься, когда захотят уже, потому что уже в соглашении это есть. И будут делать экскурсии по всем больницам нашим отделениям. Мы уже все в курсе, все отделение наше уже знает об этом. Благодаря программе 50 спортзалов в школах Дальневосточного федерального округа в селе Мяндиги Амгинского улуса появился спортивный зал в средней школе имени Прокопия Караканова. Программа реализуется с 2023 года по поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева и главы Минвосток развития России Алексея Чекункова. За 2 года предусмотрено создание спортзалов в 6 школах республики, 3 из которых были открыты в прошлом году.
Отметить особенная ценность этой программы в том, что мы строим специально, сознательно там, где не было до этого своего спортивного объекта, своего спортивного зала. Я вижу, что этот спортивный объект будет своего рода центром притяжения для села. Здесь будут проводиться и уроки физкультуры, и спортивную секцию будет вести. И особенно хочу отметить, здесь будет своего рода, повторюсь, центр притяжения. Проводиться определенные мероприятия села и района. Специальный проект, разработанный для Крайнего Севера, продолжает свою работу. В Якутске идет масштабная распродажа зимней коллекции курток. Ярмарка под руководством компании «Орса Групп» предлагает разнообразный ассортимент. Подробности далее. Зима все увереннее вступает в свои права. Следовательно, и утепляться следует капитально. Компания «Орса Групп» занимается закупкой и реализацией товара самостоятельно, что им и позволяет проводить столь масштабную и выгодную ярмарку. Теперь мы не обязаны платить правообладателям товарного знака ни копейки. Мы не обязаны соблюдать рекомендованные цены. Товар закупается ценой крупного опыта и продается по цене малого. Как заявляют организаторы продажи, такие пуховики могут составить конкуренцию традиционным шубам. Это выставка «Дисконт-центр верхней одежды». Женская аляска весит 800 грамм. Набита эта куртка гагачим пухом. Гагачий пух – самый теплый и легкий пух в мире, поэтому куртка выдерживает до минус 60 градусов. Следующая модель – пуховик на пуху белой утки. Эта куртка выдерживает минус 60 градусов и является бессменным хитом Якутии. Следующая модель – это идет сверхлегкая экспедическая аляска, которая используется для похода в горы. Данный вес аляски идет 800 грамм. Внутри идет также гагачий пух. Клиент-ориентированность стоит на первом месте для персонала компании. Следовательно, встречаются и те, кто возвращается за покупками снова и снова. С этой выставкой я уже знакома. Я тут 2 года назад покупала парку себе. В этом году решила обновиться, взять что-то полегче и купила здесь пуховик. Качеством в целом довольна. От Калининграда и до Камчатки цены на куртки от «Орса Групп» не меняются, так как компания сторонник единой ценовой политики. В нашей республике куртки по выгодным ценам можно найти в Якутске, в торговых центрах «Олунхо» 2 этаж и «Апельсин» 1 этаж, а также в городе Мирный в торговом центре «Мега». К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.